братья и сестры, отдание праздника воздвижения животворящего Христа Господня. Что такое отдание? Как это все необычно. Православие состоит из праздников, так можно сказать. Если мы заглянем в календарь, мы увидим, что одни праздничные дни сменяются другими праздничными днями. И вот то, как скудно сейчас присутствуют праздники в нашей жизни, пусть даже они пышно отмечаются, пусть даже осваиваются огромные средства, проводятся торжественные мероприятия, приглашаются все, кто надо, выступают все, кто надо и не надо. Но тем не менее, все равно праздник на месте, галочка проставлена, радости особо нет. Вот в православной церкви заложена вот эта самая радость искомая. И она отражается в том, что у нас в календаре постоянно какие-то присутствуют праздники, большие и маленькие. И вот те из них, которые самые большие, они особо торжественным образом обставляются. Это когда к празднику готовятся, переживают его, проходит предпразднество, сам праздник, потом до празднества, и кончается праздник отдания. Традиция эта очень древняя, еще ветхозаветная, еще во времена святого пророка Моисея, в Пятикнижии Моисея мы можем читать о том, что вот надо праздновать такое-то событие, а потом в последний день праздника совершать его отдание. То есть как бы мы прощаемся с этим праздником, наступает буднее время, особое время, но мы прощаемся с ним тоже торжественно. Это праздник несколько дней. Он оставляет после себя такой вот светлый шлейф. Точно так же происходит и с вот этими большими церковными праздниками сейчас. Прошло несколько тысяч лет. И вот праздник воздвижения животворящего Христа такой большой, такой великий. Почему? Потому что много лет назад была обретена великая святыня на Голгофе, крест, на котором Спаситель совершил свой подвиг. И эта святыня была явлена всему миру. И в честь этого события был учрежден этот большой праздник, большое вселенское торжество. Длится он несколько дней, и сегодня мы завершаем торжественно его празднование. При этом, конечно, крест всегда остается с нами, но в следующий раз это будет следующее особое событие. Вот так неровно в церкви построена богослужебная жизнь. Точно так же и жизнь человеческая тоже построена неровно. От будням к праздникам, от праздников к будням. Жизнь человеческая идет в своем как бы вот таком ритме. И если человек вписывается в этот ритм, то дышать ему становится легче. Помоги нам, Господи, проходить наш жизненный путь и праздновать Твое, Господи, торжество. Аминь.